Открывая заседание, председатель комиссии по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ Дмитрий Дбар обратился к представителям правоохранительных органов с предложением ужесточить наказание за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Очень много жалоб, очень много процессов таких, когда люди выходят на свободу. А людей, грубо говоря, пойманного двумя косяками плана, он сидит 5 лет, 10 лет. А настоящий распространитель гуляет через год уже на свободе. Это не борьба с незаконным оборотом, это настоящая коррумпированная система. Мы видим ужесточение именно в таких цифрах. Министр внутренних дел Гарри Ашба также отметил необходимость изменений в законодательстве. Существующие лазейки в законах позволяют осужденным оказаться на свободе. Мы наблюдаем зачастую, что те распространители наркотических средств, они после осуждения и даже в момент осуждения они находят лазейки какие-то в Уголовном кодексе, пробелы, те, которые имеются в Уголовном кодексе, используя эти моменты, их защитники выходят с ходатайством для того, чтобы уйти от наказания и остаться каким-то образом в итоге на свободе. Зачастую сейчас, поднимая данную категорию дел, которые я назвал, да, видно о том, что лица оказываются каким-то образом на свободе. Когда начинаешь смотреть, поднимать подноготную, получается, что кто-то болел, какие-то вопросы были к нему, какие-то справки предоставлялись родственниками, защитниками его. Данные категории дел в ходе рассматривались в судах. Суды выносят такое постановление, такое решение – освободить данного гражданина до выздоровления. Такой процедуры ни в одной стране мира нет. Освободить гражданина, который осужден за совершение особо тяжкого преступления и находится в местах лишения свободы, у него срок 15, 16, 17, 19 лет и так далее, его освобождают до выздоровления. В свою очередь депутат парламента Аслан Бжани отметил, что когда в прокуратуру будут переданы материалы, в первую очередь на высокопоставленных людей, лишь тогда общество поверит всей системе в целом. Уважаемый заместитель генерального прокурора, материалы мы вам передадим в Генеральную прокуратуру на должностных лиц. Вот тогда люди нам поверят. И тогда пойдет процесс в обратную сторону, в правильном русле. Парламентарий напомнил о громких делах, связанных с распространением наркотиков, предложив коллегам узнать о судьбе осужденных, отбывают ли они свой срок. При этом Аслан Бжани привел в пример громкое дело о так называемой «фее». Я знаю, что он был задержан. Ему было предъявлено обвинение. Обвинение было законное, материалов было более чем достаточно. А как сложилась судьба этого человека, давайте мы поднимем уголовное дело. Но если там все нормально, отбывают. Первое дело, с чего начнем. Уголовные дела на стол, судебное решение на стол, судьба на стол. Фактически человек, который является распространителем, ему отбывает наказание даже меньше, чем год. Он переходит на 223. Если это 223, нижний ее предел будет от 3 лет. От 3 лет. То есть человек будет понимать, что в любом случае он будет наказан, и там не должно быть никаких послаблений. Я считаю, что если мы говорим о тяжелых наркотиках, то здесь срок надо увеличить. Человек, у которого в кармане обнаружены тяжелые наркотики, он должен получать реальный срок. Помимо вопроса по контролю над ситуацией с незаконным оборотом наркотических средств, присутствующие успели обсудить и вопрос тех, кто не просто употребляет наркотические вещества, но и садится за руль в нетрезвом состоянии. На сегодняшний день человек, управляющий автомобилем в наркотическом или ином опьянении, может отделаться лишь штрафом в размере 12 тысяч рублей. При этом пассажир автомобиля, находящийся под воздействием наркотиков, получает 15 суток ареста. По мнению депутатов, и эти положения необходимо изменить в сторону ужесточения наказания. Однако, по мнению депутата Александра Анкваб, ужесточение наказания никогда не приводили к улучшению криминогенной обстановки. По его словам, нарушителя закона может остановить только неотвратимость наказания. Это очень серьезные заблуждения. На 30 суток мы упечем. Что он там? Что мы с ним будем делать 30 суток? Что мы с ним будем делать? Тут, может быть, должны работать экономические вообще рычаги.
Не 12 тысяч штрафа, а 120. И эти деньги зачислять наркологическому диспансеру, там финансисты найдут, что и делать. В итоге депутаты решили создать парламентскую группу по рассмотрению вопросов с целью ужесточения наказания по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ вплоть до пожизненного заключения. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение.